Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Мой рассказ будет сегодня о татарах Мещера. Мещера — это историческая область. Расположена она в западной части Мордовии, включает часть Рязанской области и, может быть, небольшую часть Нижегородской области. И вот как бы небольшое такое вступительное слово хотел сказать. Однажды мне попалось выражение, вот есть такой русский историк, Ключевский, и он сказал, для того, чтобы начать изучать историю народа, ну, в данном случае татары Мещеры и выходцы оттуда называются мишарями обычно, то есть это некий такой субэтнос. Вот. Для того, чтобы искать или начать изучать историю народа, желательно заглянуть в историческую память самого народа. Я вот так задумался над этими словами, подумал, а что же предки мишарей сами думали как бы о своей истории, о своем происхождении. А на самом деле это один из самых сложных исторических вопросов, что думали люди из каких-то исторических эпох, потому что в источниках об этом как бы мало пишется. Вот. Но нам в этом смысле повезло. Существуют наказы татарских делегатов в уложенную комиссию 1767 года, которая в свое время созвала Екатерина II, и представители потомков служилых татар, там Аюб Еникеев, или от алатырских курмышских татар был Якуб Мангушев. И они вот говорят, что вот наши предки вышли когда-то из Золотой Орды и перешли на службу русским государям. Собственно, никаких больше исторических подробностей, что там было во времена Золотой Орды, практически там мы не находим. Но вот этот факт, он как бы для всех принят. Вот. Ну и, собственно, теперь уже обращаясь к самим историческим источникам, я предлагаю все вместе пройти по ним, ну и заодно посмотреть, а соответствует вот это свое собственное представление, как бы, или насколько исторические источники как бы отражают собственное представление. Вот. И хотелось бы тогда начать с самых первых именно письменных свидетельств. Самое первое свидетельство, которое относится именно к татарам, которых, да, как я уже сказал, называют мишарями, это духовная грамота 1504 года, духовная грамота Ивана III, где он как бы передает наследство своим сыновьям, Мещеру с волостьми и князей мордовских всех и с их отчинами. Как бы больше никаких ранних документов в явном виде, рассказывающих о том, что вот это вот какие-то события или это люди, имеющие отношение к предкам мишарей, вроде как нет пока на сегодняшний момент. Но здесь я хотел бы провести некую параллель. Существует между русскими князьями договорные грамоты, и в договорной грамоте 1401 года мы можем встретить практически идентичное высказывание, где Мещера с волосьми, и на том месте, где в духовном завещании у нас упоминаются некие князья мордовские с их отчинами, просто говорится места татарские и мордовские. То есть мы можем предполагать, что в данном случае вот князья мордовские как раз еще там, получается, 100 лет назад их предки проживали в тех же местах, которые называются татарские и мордовские. И следующее, как бы одно из ранних таких письменных сообщений из разрядной книги, где мы уже видим присутствие татар в войсках московского государя. И говорится о том, что в передовом полку в походах к Витебску у нас упоминаются князья и мурзы мордовские и татары служилые. То есть, как мы видим, в самых ранних документах, которые действительно у нас есть и жалованные грамоты татарским князьям, как раз вот первый вот в этот промежуток появляются, и имя самого первого татарского князя с территории Мещеры — это Тимир Екшенин. В 1508 году он был отправлен послом в Ногайскую Орду. Это, наверное, одно из самых первых вообще посольств российских, не российских, русских посольств в Ногайскую Орду. Причем человек он был непростой. Видимо, через некоторое время упоминаются и его
жена и дети, но об этом сообщении мы потом немножко в дальнейшем остановимся. Известно, что Тимир Икшенин имел свои владения. Ну, кстати, хочется туда остановиться быстро. Вот мы видим, что есть татарские князья, есть татарские мурзы, есть служилые татары. Хотелось бы сейчас рассказать, кто такие князья и кто такие мурзы в тот период. Татарский термин — это князья, по-татарски это беки. Так вот, беки — это та знать, которым поручалось выполнять функции наместников над определенной группой населения. И в данном случае в Мещере исполняли роль наместников над мордовскими группами. Эти мордовские группы или объединение этих мордовских групп, они назывались беляками. Вот. И если сравнивать с русскими терминами, то это волости. Есть упоминания там в других грамотах о том, что когда мордва жаловалась друг на друга, они в рамках одного беляка, они называли друг друга волощанами. Соответственно, все остальные потомки этих князей, которые не получили право управления, то есть оно подтверждалось специальными утвержденными грамотами, они назывались мурзами. С фарси у нас есть такое эмирзаде. Вот слово мурза произошло от эмирзаде, то есть сын эмира, то есть сын князя. То есть мурзы — это, получается, ну, если можно сказать, титул, который приобретался от рождения, и он как бы ничего не обозначал, давал только право, если там дойдет как бы очередь, унаследовать от отца бека право управления вот какой-то группой. Ну и есть у нас рядовые служилые татары. На самом деле среди рядовых служилых татар тоже были непростые люди. Я могу вот привести пример татар Агеевых, там Акаш. Вот есть деревня неподалеку от Темникова, Акашево, это как раз от Акаша Агеева. Тоже был очень богатый род, и, по-моему, он или кто-то из его братьев был женат на дочерях Мурс-Тенишевых. И я хотел бы сейчас вот показать карта. Это карта, где расположены городские центры. И если внимательно посмотреть, то мы можем обнаружить, что основные центры городские, вокруг которых собирались, концентрировалось татарское население, вот в этот период, то есть это начало XVI века, они все вот как бы примыкают к русской границе. При этом Золотоордынский старинный центр, вот это город Наровчат или Мукши, как его называют, он находился, как мы видим, южнее. В это время он был уже запустевший. Археологи обнаружили в Мукше монеты середины 15 века, то есть мы можем предполагать, что максимум до середины 15 века как бы здесь население было, и далее вот в этом пространстве все, населения уже нет, и мы их обнаруживаем, татар, только вот в этих приграничных к русским княжествам территориях. И мы можем увидеть несколько городских центров, самый известный, наверное, Темников, потому что основное население Темникова это были татары, то есть фактически это как бы татарский город. Известен еще один очень старый город Саконы, он упоминается первый раз в 1489 году. Непонятно, что это был за город, и имел ли он отношение к татарам. Но об этом мы остановимся чуть позже. И здесь у меня еще вот таким более светлым цветом обозначены города, те старые, которые исчезли к этому времени. Например, город Темников был построен на месте старого Темникова, город Кадым был построен и немножко перенесен на месте Старокадомского городища. Вот. И известен еще Андреев городок. Андреев городок — это современное Тимгеневское городище. Вот группа татар, которая там проживала, сам городок, скорее всего, был русским. Вот. Но те татары, которые жили или концентрировались в том районе, они назывались цненскими татарами. Вот немножко поподробнее об этих городских центрах, вокруг которых концентрировалось население татар, и вокруг каждого центра потом впоследствии вот эти группы татар, служилых татар, они образовывали собственные корпорации.
Город Кадам известно, что был построен, это из летописных сообщений, с 17 декабря по 27 марта, и уже, если мы посмотрим, уже через 2 дня приступили к строительству города Темникова. В летописи говорится, что город Темников был перенесен на иное место, потому что тот старый город был мал и не крепок. Вот. Ну, здесь мы можем усмотреть, уже получается, это вот первая половина XVI века, территории уже как бы полностью находится, контролируется в составе московского государства, и здесь некая политика государства по укреплению или обороны, скажем, вот этих своих, получается, для московского государства восточных рубежей. Про Сакону вот как раз я хотел сказать. Есть грамота 1524 года, в ней есть имя Хазяша Мурзы, князь Чагадаева, ну, известный род, княжеский род Чагадаева, и у него есть дополнение князь Чагадаева, сына Саконского. Вот. И можно предположить, что как раз там или этот князь Чагадай, ну, скорее всего, даже вот отец его, князь Чагадай Саконский, был правителем этого города Сакона. Вот. И здесь еще можно вспомнить сообщение венецианского купца Иосафата Барбара. Он как раз рассказывает, что вот в этих областях были 2 области. Одна называется Сагатай и Моксия. Но если Моксия можно как-то соотнести с Мокшей, река Мокша или там бывший Улус Мокши, то вот область Сагатай, я читал там других исследователей, они каким-то образом с Чагатаем, к среднеазиатским пытались как-то это связать, но зато очень хорошо оно сочетается с именем князя Чагадая Саконского. То есть, вероятно, вот здесь и отражено вот имя князя Чагадая. И про Андреев городок хотелось бы тоже сказать, что в 1508 году, это уже из посольских книг, известно, что Андреев городок был за Касимовским царевичем Янаем к городку. То есть вот было некое Касимовское ханство, во главе которого находился, ну, здесь, может быть, не совсем корректно сказать ханство, потому что Янай был не ханом, а царевичем. То есть он был не царем, как бы по-русски мы говорим, а царевичем. Но, тем не менее, это был некий отдельный юрт. И по факту Андреев городок становился его как бы филиалом. Почему это интересно? Потому что есть недалеко, на другой стороне реки Цны, расположена старинная, известная деревня Бастаново. Вот. И по легендам Бастанова говорится, что они жили когда-то на другом берегу реки Цны, и, возможно, как раз они могли проживать и в этом Андреевом городке. Ну, потому что в то время как бы было нормально то, что если есть какие-то татарские корпорации, они проживали в отдельной своей татарской слободе. То есть, возможно, как бы сам Андреев городок признается, что был изначально русским, и он признается археологами, вот, но можно предположить, что и там тоже жили татары. Тем более, он, видите, как он был связан с Касимовым. Да и вообще, вот эта бастановская группа татар, есть упоминание, там есть пленный Кочеулай, ой, забыл, как его отчество там было, он был бастановец, и он бежал из Крыма, он назван городецким татарином, то есть, возможно, он как раз был среди касимовских татар. Причем здесь хочется сказать, что вот исторические источники как бы говорят о том, что Касимовское ханство, оно было отдельным и не включало вот эти территории, про которые вот мы сейчас говорим, Кадам, Темников, получается, Саконный город потом исчез, и там образовалась у нас Арзамасская корпорация. Вот. И то есть они не подчинялись, не входили в состав Касимовского ханства. И таким образом, вот если мы еще вспомним карту, которая вот была, вот эти районы, где проживало мордовское население и предки мишарей, это была когда-то внутренняя область Золотой Орды, а граничили они, получается, уже с русскими княжествами. То есть в чем разница принципиальная между татарами касимовскими или жителями Касимовского ханства, татар имеется
имеется в виду то, что они прибыли, их разместили на изначально русской территории, а татаро-мишари и вместе с их мордовским населением это коренное население, получается, Золотой Орды. У нас князья, беки, точнее, татарские беки управляли беляками, то есть это вот волости, в которых проживало мордовское население. Вопрос, а кто управлял служилыми татарами? И здесь получается так, что каждая служилая корпорация вокруг вот этих вот городов, она не входила в эти беляки, но старшие из этих татарских князей назначались наместниками над татарами. Вот. И в этом смысле интересный пример — это сам город Темников. Известна грамота 1539 года, где русский государь жалует князя Еникея Тенишева властными полномочиями над служилыми татарами. Они здесь, кстати, интересно там названы. Вот. И я прошу обратить внимание, которые живут в Темникове. То есть получается, что вот наше самое раннее сообщение о темниковских татарах фиксирует их всех как городских жителей. То есть и здесь перед нами встает вопрос, а где они жили ранее, там, где они жили в 15 веке, во время Золотой Орды, да? Но мы к этому вопросу еще вернемся. Здесь важно заметить, что все татарское население, которое являлось служилым, в этот момент проживало в городе. Они были городскими жителями. Потом мы посмотрим дальше, что в городе Темникове внутри города было две татарские слободы: Шерлейская слобода и Ахмыловская слобода. Ну, кстати, я остановлюсь, раз мы на этой грамоте. Он перечисляет, в грамоте, вернее, перечисляются такие категории, как тарханы, башкирцы, мыжиряне. Вот. По всем другим источникам, которые мы посмотрим, эти категории населения мы нигде не увидим. То есть везде будут служилые татары, там мурзы. Ну, грамота, скорее всего, составляла где-то там в московском приказе, Мещерском, скорее всего. Вот. И, может быть, и ошиблись, как бы, дьяки, которые составляли эту грамоту. Но вот что интересно, если мы посмотрим на название деревень, которые вокруг Темникова, то мы можем обнаружить деревню, ну вот старые названия называю, деревня Буртасская, деревня Мажарская, деревня Тарханская, вот, даже башкирцы есть. То есть, может быть, действительно в этом что-то отражается. Сам город Темников, его особенность, вот, была обнаружена не так давно грамота 1601 года Булая Кудашева, из рода князей Кудашевых оказалось. Вот. И он рассказывает, что новый город Темников и старый город Темников были расположены в его вотчинах. Вот такой вот интересный факт. Собственно, получается, у нас вот мы знаем, что новый Темников был построен в 1536 году, и он был перенесен на месте старого города Темникова. Это сейчас есть населенный пункт, старый город, по-моему, называется. Были произведены его археологические исследования. Экспедиция Мартьянова 1972 года. Она обнаружила в самом нижнем слое еще там городецкую культуру, то есть она нас не интересует первые 1000 лет до нашей эры. Вот. А вот в верхнем слое есть как раз 15-17 век керамика. Причем он сделал вывод, что керамика русская, и этот слой небогатый. Вот. А если мы там вспомним исследования других ученых, они предполагают, что Темников связан с должностью темника. Это руководитель 10 тысяч, вот если вот вспомните ордынские времена, в ордынских понятиях, и предполагалось, что Темников это был второй улусный центр после Мохши или Наровчата. Вот. Ну, а здесь, получается, он как бы совсем выпадает. Вот. И на самом деле есть еще одно городище, которое рядышком находится. Оно называется Итяковское городище. Его исследовали в советское время дважды археологи. Вышло 4 работы. Вот Итяковское городище по археологическому материалу очень интересное. В нем есть 3 слоя. Первый опять городецкий, мы его как бы убираем. Второй слой золотоордынский, он прерывается. Причем с того городецкого периода был вокруг города вал. Вот. Этот вал
сравняли, ну, понятно, в золотоордынской традиции, как мы помним, в городах там не было укреплений. Зачем Золотой Орде укрепления? Вот. А вот в третьем слое он относится уже к 15 веку и, возможно, 16 веку. Уже крепкое фортификационное сооружение. Ну, я здесь хотел сказать, что само название Тяковского городища не имеет никакого отношения к тому старому городу. Вот. В дозорной книге 1614 года говорится, что это была поместная земля, поместная деревня Ишея-Барашева. Называлась она Итякова. Вот. А в родословных Царовского монастыря там показан, что у Ишея-Барашева был брат Итяк. То есть, соответственно, он просто унаследовал владение своего брата. Вот. А если мы опять вернемся к Итяковскому городищу, вот есть ракурс интересный, то есть это вот такой вот холм ровный, и вот там, где лес, там вал. Он был специально сооружен заново, и вал, видите, под ним был ров. То есть со стороны леса, то есть, получается, вот город тоже был укреплен, то есть это прям такая, ну, небольшая цитадель, можно сказать. То есть считается, что это, возможно, это археологи еще в советское время, Степанов в частности, вот он предположил, возможно, это какой-то замок или резиденция какого-то местного татарского мурзы. Вот. Были еще две интересные работы по этим раскопкам. Вторую раскопки проводила экспедиция под руководством известного Федора Давыдова. Так вот, изучали и кости, которые там обнаружились. Среди костей свиные кости отсутствовали. Свиные кости были обнаружены только в самом низшем слое городецкой культуры, ну, это прамордовская считается. Вот. Из чего был сделан исследователями вывод, что население Итяковского городища было татарским. Вот. Причем интересно, что там среди костей преобладали лошадиные, причем были лошадиные кости именно такого степного типа. Вот. Ну, еще одно замечание. Получается, у нас между ордынским периодом и вот этим новым периодом город прерывался, то есть какое-то время он не существовал, и как раз вот на этот период попадают сообщения, которые мы находим в русских договорных грамотах, о том, что русские князья все время пытались, ну не все время, а уж какое-то время, где-то до 30-х годов 15 века, вот эти вот места татарские, места мордовские завоевать, у них это не получалось, и они между собой в договорных грамотах, ну это рязанские князья и московские князья, они между собой эти земли делили и говорили, а переменит Бог татар, тогда эти земли достанутся нам. То есть получается, что эти земли все равно остались как бы во власти татарской власти, вот, возможно, татарских ханов. Есть отдельный спор, не знаю, просто мы не успеем к этому как бы подробно вернуться. Кому же все-таки, к какому политическому центру вот эти вот территории Мещеры, ну даже не Мещеры, вот эти татарские места, которые примыкали к Мещере, относились. Вот, и в итоге мы сделали вывод, что там до где-то 80-х, 90-х годов 15 века они все-таки относились к Большой Орде. Это не Казанское ханство и не Касимовское ханство. Есть утвержденная грамота 1613 года, это грамота выбора избрания русского царя Михаила Романова на царство. Татарские представители, их было 4, и все они из этого нашего Мещерского края, они поставили свои подписи, и вот там есть 2 человека, Ишайбек, это князь Ишей, вот, про которого мы рассказывали, Ишей-Барашев, вот, и Аюкай Мурза, они от своих выбранных товарищей, да, Юлдаш Ларымашев, от города Темникова, и видите, как Темников звучит, Тумен-Каласым. То есть название города по-татарски уже тогда и называлось Тумен-Каласы. И вот мы здесь приходим к некому противоречию. Казалось бы, город Тюмен, это город Темника, это по ордынским меркам большой правитель, с времен Золотой Орды должен был быть центр. Причем керамика показала, что в Итяковском... ну, собственно, про Итяковское городище я уже говорю. В общем, в итоге мы пришли к выводу, время жизни Итяковского городища заканчивается в начале 16 века, и в это же время у нас зафиксирован старый город Темников. То есть, возможно, Итяковское городище перестало существовать и было перенесено на... Там расстояние, на самом деле, небольшое совсем. Итяково вообще к Темникову примыкает. Перенесено в старый Темников, а уже в 1536 году вырос
большой острог с внутренней цитаделью. Это уже был вот современный город Темников. Он, кстати, тоже там немножко двигался в середине 17 века. Так вот, почему город называется Темников? И мы пришли к такому выводу, что, как я ранее показывал, что город был резиденцией вот татарского наместника, вот уже в 16 веке, татарского наместника над служилой корпорацией татар, которые жили в Темникове, ну а потом еще и в окрестностях Темникова. Вот. И, возможно, по старой ордынской традиции вот этого татарского наместника и называли Темник-Тумен. Соответственно, и город Темников — это город Темника, то есть как бы резиденция Тумена. Потом уже через некоторое время там появился представитель русской власти, русской администрации уездной. Фактически в городе было два воеводы, но вот Еникея Тенишева мы встречаем в посольских книгах, он начитывался о том, что к нему приходило Ногайское посольство, то есть он получал доходы с города, то есть он был фактически наместником, и это подтверждают все другие грамоты. У нас есть, получается, мурзы, князья и служилые татары. И вот в то время, которое как бы источниками не зафиксировано, когда они перешли в подданство московских государей, для них это был тоже переломный момент на самом деле. И как раз вот уже к середине XVI века для них опять начинается переломный момент. Они, как служилые люди, начинают получать за службу свои оклады в виде поместья. Поместье — это земельная пашня. Поместный оклад, он состоит на самом деле здесь из 3 частей. В первую очередь это пашня, это сенные покосы, и это дворы помещичья. Есть еще и крестьянские, но обычно крестьянских дворов не так много. И для татар, то есть вот они становятся землевладельцами, это такое новое для них явление, и получается земельная пашня, она становится временной, и уже вот как только Темников у нас был перестроен, мы уже находим грамоты, когда они просят в своих вотчинах, у нас появляется второе понятие вотчины, это не пашня. Вотчины — это как раз тоже владение, это вообще интересная тема, это владение лесными и лесостепными угодьями, но они не относятся к пашне. Это в первую очередь бортные ухожие, это промысел пчелиный, это места звериной охоты, места рыбной ловли, бобровые гоны. То есть это все относится к лесному промыслу. И вот в отличие от поместий, вотчины, их можно наследовать, их можно продавать, их можно делить. Вот. А поместный оклад — это вот только вот твой земельный оклад. И татарам начинают раздавать там в диком поле, то есть как бы в ничейных землях, им нарезать вот эти вот поместья. Но, видимо, для того, чтобы их закрепить и после окончания службы поместья у них не забрали, они обращаются к государю, чтобы он выдал им грамоты на размещение вот этой пашни внутри их вотчинных владений. Видимо, тем самым они как бы их хотят себе узаконить, как бы и унаследовать. В общем, это такой сложный момент, потому что по факту поместья не отбирались. Все равно там детям они доставались. Но здесь, как раз получается, в этот период создается как бы русское, московское государство, создает поместную армию. Сама армия, она такого вооружена по татарскому типу. В других городских, внутренних городов российских, русских точнее, тоже есть корпорации. И так же, как и другие служилые люди, вот эти служилые татары тоже начинают сталкиваться с проблемами, когда рождаются дети, им тоже нужно нарезать оклад, а потом еще рождаются внуки, им тоже нужно нарезать земельный оклад положенный. И выясняется, что там вместо условного оклада там в 300 или в 400 четвертей, они в четвертях измерялись, фактически он владел землей там 4-5, то есть вот такие случаи бывают, 4-5 четверти. Остановлюсь вот на вотчинах. В чем особенность этих вотчин? Изначально, когда они
татары и мордва, которые тоже этими вотчинами владели. В песцовых книгах иногда они прикладывают, или, ну, не в оригинале, а просто ссылаются, что вот такая-то купча, там, мой прадед купил там у такого-то татарина. И есть вот отрывки, к сожалению, полных песцовых книг не сохранились, но есть отрывки, вот один из известных таких отрывков у Кутуева, где показан его предок, который жил еще в первой половине 15 века, о том, как он там приобрел где-то вотчину, и фактически перед нами вот документальная родословная, которая уходит в 15 век. А помните, мы начинали с того, что все у нас в 15 веке источников нет. Вот. Вторая особенность, как я вот, помните, рассказал по этой карте, что татары были сконцентрированы вот ближе к границе, вокруг вот этих вот городов, вот. Но вотчинами они владели за несколько сотен километров. И здесь я вот пример привел. Вотчины — это современный Старокулакинский район, то есть это Ульяновская область, как темниковские татары, которые живут в Темникове, за сотни километров владеют вотчинами. Вот, кстати, тут в этом же примере у нас вот Айтуган Агеев, я вот рассказывал, один из таких интересных родов, они не мурзы, но они очень были непростыми. Поскольку они очень далеко уходили в эти вотчинные, их вотчинные владения до Хапры, там, до современной Саратовской области, то мы можем задать себе вопрос, а могли ли татары в этот 15 век, про который мы ничего не знаем, и практически археологических у нас находок нет, жить там, южнее, в этих пределах вотчин? Но в теории это как бы ничего не отменяет. Действительно, они могли жить не в районе Темникова, а там в районе Мохши, где-то еще дальше. То есть такая как бы гипотетическая возможность остается. Я вот просто хотел показать еще один фрагмент из описания. Но это здесь не вотчина, здесь поместье, но просто чем оно интересно, это сообщение, то, что рядом были татарские и мордовские вотчины. И вот смотрите, здесь описывается вот река, когда вот эти вот географические, ну, при описании земель какие-то ориентиры указываются. Здесь у нас появляются некие каменные мечети. То есть это где-то, вот этот район, это район Пензенской области, на границе Саратовской области. Ну, вот видите, река Сюляева, река Уза. То есть это как бы знакомые, там можно посмотреть, где на современных картах. То есть и там были когда-то, видимо, в ордынское время тоже поселения, и не исключено, что и предки темниковских татар, кадамских татар, цнецких татар тоже здесь могли проживать. Причины переселения, и в основном все причины переселения, это был земельный вопрос. А поначалу, как я говорил, они даже уже вокруг Темникова пытаются в своих вотчинах получить себе пашню. Но, как мы видим, вотчины у них очень далеко, за 300 километров, и там они тоже пытаются получить себе пашню в поместный оклад, зато это будет гарантированная их земля. Иногда там кто побогаче, туда даже переводят русских крестьян. А откуда взялись русские крестьяне? Есть грамоты, и они рассказывают о том, что землевладельцы, ну, татары-помещики, они призывали себе, заманивали к себе крестьян, чтобы им здесь жить и, соответственно, точно так же работать на их землю. То есть это пришлые люди, собственно, вот так вот потихоньку русское население вот в этот Мордовский край подходило. Второй ключевой момент. Кстати, ну вот я тут подчеркнул, что зачастую, ну не всегда, конечно, но зачастую в поисках вот этих удаленных пашин, где потом у нас впоследствии появляются татарские деревни, инициатива исходила от самих татар. А второй важный момент – это перевод на казачью службу. Это уже середина 17 века. Есть хорошая грамота о том, как курмышских татар переводят на Корсунскую черту. И каким образом это происходит? Это происходит добровольно-принудительно. То есть выбираются, опрашиваются, специально посылались люди, они опрашивали татар авторитетных, те, кто не имел земельных окладов, кто был, не успел поверстаться. То есть, ну, вот было такое слово верстание, это когда земельными окладами наделяют. Не успел поверстаться. И вот всех этих людей, молодых, в основном, или, может быть, обедневших, их, получается, переводят в казачью службу, и им наделяют там где-то в районе 20 четвертей гарантированную пашню. И для этого, и, в принципе, вот этот вот переезд для них на самом деле это был хорошим фактором. То есть они точно знали, их будут
снаряжать землей, возможно, оружием. Вот. И при этом их еще освобождают от дальних походов. Дело в том, что все основные служилые татары, они, называется, что несли, которые не в казачью службу, полковую службу. Полковая служба предполагала дальние походы, ну, там, на западные границы или в степные границы. Полковая служба предполагала, соответственно, собственное полностью свое снаряжение. Это конь, это доспехи, если есть, это вооружение. И она была достаточно затратна. И вот эту полковую службу, иногда она сотенная называлась, вот уже в 17 веке могли себе позволить только наиболее зажиточные и авторитетные татары. И те из курмышских татар, вот в этой грамоте там рассказывается, те из курмышских татар, которые не захотели бы там переезжать на Корсунскую черту, а захотели бы остаться в своих краях родных, они должны были подтвердить, и за них должны были заручиться наиболее богатые, авторитетные татары, что да, он способен сам себя снаряжать и способен нести полковую службу. Здесь указан год 1646, это получается где-то на 2 года раньше, чем вот курмышских татар призывали, это Керенске. Но просто у нас не сохранилась грамота, как казачью службу переводили на Керенск, но суть была такая, то есть в Керенск, в город Керенск на казачью службу переводили кадымских татар. То есть, ну вот у нас помимо темниковских была еще своя там группа кадымских татар. Ну, я не назвал, давайте я перечислю. То есть у нас были корпорации вокруг Темникова темниковские татары, вокруг Кадыма кадымские татары, вокруг города Шацка они по старине как бы назывались цненские татары, хотя потом их называли шацкими татарами. Кроме этого у нас были арзамасские татары, служилые, корпорация. Но просто сам Арзамас формально в Мещеру не входил, хотя их называли потом переселенцами Арзамаса мещеряками. И Алатырский. Население Алатырского уезда вот там уже вот как многочисленно фиксируется уже скорее в 17 веке, а здесь мы как бы до этого разговаривали о 16 веке. Следующая волна — это как раз когда опять у служилых людей наступал кризис, у них нету, то есть вот эти внуки не могли получить свои реальные там оклады, они поступали так. Они находили, ну это выглядит вот со стороны так, они находили татарина, который был вотчинником, и говорили ему: давай-ка мы в твоей вотчине обратимся к царю, и он нам наделит всех пашней, ну, в твоей вотчине. Вот. Они собирались, это были такие большие группы, по 100 человек. И, вот выбирали этого вотчинника, и в этих вотчинных его владениях писали, вернее, челобитную царю, чтобы тот их наделил в этой вот вотчине с согласия вот этого главного вотчинника их пашней. Вот фактически здесь похожа такая ситуация, как была в Уфимском уезде, когда там башкирцы в свои вотчины на оброк подселяли припущенников, ну, в том числе, кстати, и переселенцев из мещерских уездов. Вот. Но здесь они не выступали как припущенниками, не знаю, как они с ним договаривались, то есть грамоты про это ничего не говорят, но они получали там пашни. Вот. А уже затем, в XVIII веке, уже при Петре Первом, когда служилых татар все лишили возможности получать оклады, и то есть вот уже рождались дети, и никакой другой возможности, кроме как унаследовать то, что имел отец, они не могли. Ну, кстати, зато у них появилась возможность покупать и продавать землю. Вот. И тогда они начинают вот в эти свои удаленные пашни переселяться. Таким образом, например, возникло вот крупное поселение Алты-аул, где в качестве окладов этим татарам нарезали землю, а потом они уже там основали эти деревни. Точно так же заселялись, например, если брать Пензенскую область, Неверкинский район. Тоже есть грамота, что это были вотчины Шахмаметьевых, это тоже темниковский род, ну, туда в основном темниковские попадали. А в Алты-аул там были смешанные там цненские, касимовские даже, и потом еще волна подошла от темниковских татар. Вот. Так когда они уже получили право продавать земли, многие продавали вот эти свои кусочки и отправлялись на восток, в Уфимский уезд. Там договаривались и покупали у башкирцев, не покупали, брали в аренду, как бы в оброк
у башкирцев земли. Видимо, это им было выгодно, и это было выгоднее, чем оставаться здесь. И вот еще одна как бы из причин переселений. Переселенцы из мещерских уездов, их называли мещеряками. Не совсем справедливо их было бы называть мещерями, потому что мещерями называют субэтническую группу, а мещеряки — это все-таки сословное обозначение служилых татар за пределами Мещеры, скажем так. То есть внутри Кадымского уезда, Темниковского уезда, ну, по крайней мере, по документам мещеряками себя не называли, а вот когда уже переселялись в другие уезды, их называли мещеряками. Вот. И оказавшись там, вот люди ищут и не могут понять, откуда они переселились, из каких именно уездов. То есть фамилии, потому что... Не фамилии, вот это, получается, родовые прозвища, которые стали фамилиями, они потеряли. Вот. И здесь как раз помогли вот эти современные генетические исследования, и многие вот эти из первых переселенцев-мещеряков в Уфимский уезд родственниками именно нижегородских татар, это татары Алатырского уезда. Легенда о князе Бихане. Князь Бихан такой известная как бы личность, но она легендарная, она не историческая личность. О ней впервые информацию опубликовали монахи Старовского монастыря. Монахи выкупали земли у татар, и, соответственно, у них там был спор с Палачниковыми этого начала XVIII века. Им нужно было обосновать право владения этими землями. Они у татар брали документы, и в фонде Саровского монастыря очень много интересных документов, но в том числе есть и родословные, и есть легенда о князе Бихане. Вот. Вот так вот выглядит первая публикация 1804 года. Я коротко здесь просто скажу, что вот в 1388 году при великом князе Дмитрия Ивановича, это, получается, сын Дмитрия Донского, был из Золотой Орды князь Бихан, ну и в итоге он там покинул свой город и переехал здесь, говорится, где ныне село Кангуш. Собственно, вот эта известная легенда, там, если вы там в интернете сейчас наберете, вот вы попадете на эту историю. И вот вопрос. Вряд ли татары в своих шежере помнили про какого-то великого князя Дмитрия Ивановича, его сына Василия Дмитриевича. То есть, возможно, как бы не совсем татарская легенда. И тогда же мы задались вопросом, а что здесь в этой легенде могли именно татары передать, что в их памяти осталось. Мы нашли некоторые ранние записи. Кстати, в более поздних записях вот этот город, в котором жил Бихан, он называется Сараклыч, это где современный город Саров. Там вот городище, оно, получается, сейчас территория города. И вот пример тоже Магомед Сафаргалиев, еще вот в советское время, он тоже попытался посмотреть эти родословные, и вот видно пример, где вот он слово «рати воинской» прочитал как «рати рязанской». Ну, здесь действительно там, если сходу посмотреть, наверное, здесь «рати рязанской». У него здесь целая теория возникла о том, что это рязанский Олег, князь Олег, вот, но по факту было в итоге написано «князе рати воинской». Вот еще варианты. И здесь уже мы видим, что здесь передается родословная. Вот. И вот как раз вот в этом варианте 2 мы 4 варианта или 5 таких изучили. Здесь вот передается, что жили в некой деревне Кавтатижан, сей 2000. Вот. Непонятно, что такое Кавтатижан. Причем сказано, что она находилась в лесу за Мокшу, за Метрял. Метрял — это современная деревня, ее можно найти. И вот в одном из вариантов есть примечание, что Кавтатижан — это по-татарски Икеменалсбар, что это 2000 дворов, а по-мордовски это Кавтатижан. Я потом действительно посмотрел в словарях, там, да, Кавтатижан — это 2000, и по-макшански переводится. Вот. Интересно, что мы нашли даже в документах и название мордовского беляка, который называется Кавтижанский. То есть, возможно, тоже в нем отражено вот это какое-то легендарное название. Но это все легендарное. То есть это все никакими источниками прямыми никак не подтверждается. Кроме легенд о потомках Бихана, кстати, там всего 4 фамилии, которые попадают, себя возводят именно к потомкам Бихана, встречаются
и вообще, это уже не в документах Саровского монастыря, а вообще татары, вот это в данном случае документ Давлет-Кильдеевых на восстановление дворянства. Тоже очень интересная и глубокая родословная. Она уходит там, получается, 15 может, 14 век. То есть это, получается, тоже легендарная часть. Понятно, что тут у нас там в какой-то вот ветви есть сам князь Давлет-Кильдей. Давлет-Кильдеевы там известная фамилия. Там. От них пошли еще Бибарсовы. Может быть, вы слышали тоже про таких. Вот. Но вот я когда посмотрел по именам, например, там есть князь Идибердей. Где-то в ранней версии. Вот. А в документах встречаются князь Идибердеева. Они сначала называли себя Чекаевыми. Там, интересно, татары где-то в середине 17 века вдруг внезапно вспоминают, что у них есть княжеские родовые прозвища, и теперь они вместо Чекаевых себя называют князь Идибердеева, берут какого-то дальнего предка, который жил неизвестно в какое время, и они про это помнили, и свою как бы фамилию, до сих пор есть Дибердеевы, татары, попадаются такие. Вот. И мы вот такого одного из Дибердеева там тоже сделали генетический тест, и действительно выяснилось, вот видите, вот эти вот циферки, это говорит о том, что они совпали, они восходят к одному роду. То есть и получается, что вот эти старые, казалось бы, там непонятные родословные, они там зачастую бывают достоверными. Вот у нас, если по князю Бихана посмотреть, вот чуть пораньше там был Муратов, вот мы тоже сделали, а Мурат, получается, это тоже же легендарное имя, то есть оно источниками никак не подтверждается, а жили татары, князь Муратов, Муратов до сих пор есть, мы тоже сделали у них ДНК. Ну, вот одна из последних находок родословных, это Мангушевы, жили в Камкино Арзамасского уезда, ну, много где Мангушевы еще живут, то есть в других деревнях они переселяются, в том числе в Старое Тимошкино Симбирского уезда. А вот этот Мангушев, тоже в документах по дворянству, они своего предка назвали Кадырмет Мурза Курмалеев, но не Мангушев, как обычно князь Мангушев, а князь Камаев. И вот тоже такая же история. Они вспомнили ли вот этот Мангушев, что у них был предок где-то далекий князь Камай. А вот интересно, они тут подписали, что он выходец из Крыма. А если мы посмотрим песцовые книги 1624-26 года на предков Мангушевых, кстати, они всегда жили рядом с Алтагазинами, а вот есть ВКонтакте такая группа «Генеалогия нижегородских татар». Вот, если есть возможность, загляните туда, очень там они укладывают очень много интересных материалов, тоже тестируют себя, родословно свои восстанавливают. И они как раз нашли потомка Салтагазина, и выяснилось, что Салтагазины родственники Мангушевыми. Но здесь у нас сейчас вопрос немножко другой. Так вот, получается, что вот в песцовой книге говорится, что они вот, получается, их деревни, там Балеева, это потомок Балея Салтагазина, и Мангушева находится сейчас, получается, современный Краснооктябрьский, по-моему, район Нижегородской области. Вот. И у них была еще деревня Старая Мангушева и пустошь Балеева, которая находилась в другом месте, за рекой Алатырем. Это на самом деле место, где река Рудня втекает в реку Алатырь. Вот. Ну, там написано, что там для Ногайского убега, может, какое-то убежище у них там было. И когда мы смотрим описание их пашни, возле того дуба, возле Камаева селища. То есть, видимо, там когда-то было селище с именем Камай, владельцем которой, возможно, был вот этот их далекий предок Камай, которого вот он вспомнил как князь Камай. Применимость ДНК-исследований, как выяснилось, я сам занимаюсь этим вопросом где-то с 2009 года. Мне мои казахские друзья помогли сделать лично для меня тест. Вот, они через меня говорят, давай посмотрим, как выглядят потомки Бихана. Вот. Но применимость ДНК-тестов, особенно в исследовании этногенеза, весьма ограничена. Вот. И здесь можно много про это говорить, но я просто скажу, что, например, по Y-хромосоме это прямая мужская линия, что если мы вычисляем какое-то родство, то все самые тесты глубокие, там, это полный секвенс Y-хромосомы, если мы сделаем, то рассчитать возраст общего предка все равно возможно с большим как бы вот диапазоном, где он жил. Ну, там плюс-минус 400 лет, даже если он у нас, мы реально по документам знаем, что он у нас там жил где-нибудь в 15 веке, то мы все равно попадем в диапазон плюс-минус 300 или 400 лет. Это очень большой период. Для истории 100 лет мы можем попасть уже в другую эпоху.
То есть и говорить о каких-то родстве вот этих древних или средневековых народов зачастую не приходится. Вот. Есть еще тесты митохондриальной ДНК, проверяют родство по прямой женской линии. И есть интересные тесты аутосомные. Их используют вот в всяких этнических калькуляторах, очень популярных. Но я бы к ним тоже попросил относиться, если кто себе делает их, очень аккуратно, потому что когда вам говорят, что вот у вас там 5% еврейской крови, там 10% татарской крови, это все чистый маркетинг. Вычисление вот этих предковых компонентов в этих тестах используют компоненты там зачастую периода палеолита. То есть, понятно, ни о каких там современных этносах мы вообще не можем говорить и не можем судить. Вот есть два метода вычисления родства по аутосомам. Чем интересны аутосомы, в отличие от Y-хромосомы? Вернее, на самом деле все интересно. Мы жили еще 100 лет назад в том обществе, где важно было твое происхождение по отцовской линии. Твое наследование от отца получало, скажем так, твои права, твое наследование. Может быть, в наше время как бы это мало что значит, но еще там в дореволюционное время это был большой фактор. Поэтому с точки зрения исторических реконструкций родство по прямой мужской линии, тем более, когда мы там занимаемся родословными, оно прямо очень полезно. И это, наверное, тот самый вид исследований, который прямо хорошо бывает в реконструкции ложится. А аутосомы чем хороши? Они показывают родство всех ваших родственников. Вот. Но при этом они не говорят, это мужская или женская линия. Зато аутосомы можно изучать для именно как бы происхождения народа. По Y-хромосомы это набор для вообще всех татар. То есть у нас был проект недавно. Как мы видим, здесь доминирование, чтобы сказать какие-то... А мы здесь выделили там наиболее важные субклады. Доминирования, как мы видим, нету у татар. То есть сказать, что вот это прямо какие-то субклады доминируют, здесь мы не можем сказать. Тот же самый рисунок, но вот здесь вот оранжевым цветом у нас это татары горной стороны, это получается горная сторона, это историческая тоже область, запад Татарстана, без мишарей, скажем так, да, и заказание. А синим цветом это как раз Мещера. Сюда же мы внесли и там Дрожжановский район, Чистопольский район, тех татар, которые себя считают потомками мишарей. И как мы видим, структура у них одинаковая, то есть по субкладам там за небольшим как бы исключением она совпадает. Исключение составляет, вот видите, синенький такой всплеск. Это, наверное, единственный там, так называемый эффект основателя по гаплогруппе J2B, который встречается практически во всех группах, татарских группах, мишарских группах, скажем так. У нижегородских, у рязанских, Мордовия, J2B, вот это встреча. Ну вот мы сделали по Y-хромосоме, то есть мы вот эти субклады определили, какие характерны там для восточноазиатских народов, какие характерны для восточноевропейских. Вот такой у нас получился расклад, что где-то на равной доле есть и восточноевропейские гаплогруппы, есть азиатские гаплогруппы, и есть вот эти, мы назвали их южными, сюда попали и кавказские, и южноевропейские. Дело в том, что эти гаплогруппы, они имеют очень дальнего возраст предка, очень дальний, и поэтому невозможно зачастую сказать, европейцы это кавказцы или это Ближний Восток. Вот. Ну вот такой вот приблизительный набор. Вот есть карта генетических расстояний по аутосомам, это как раз вот показатель по предковым компонентам. И мы здесь можем посмотреть, вот, наверное, давайте следующий слайд. Все этносы здесь вот, этнические группы были разнесены. И вот у нас получается, это карта Сергея Козлова, она тоже в интернете есть. И вот получается у нас мишарская группа и группа так называемые казанские татары, они рядом. То есть фактически с точки зрения как бы происхождения, с точки зрения состава компонент, мишарские и казанские татары очень близки и зачастую даже там неразличимы. Вот. Чем интересен вот этот вот слайд? Здесь видите много каких-то значков. Дело в том, что Сергей тогда достал вот эти научные выборки, вот, разместил вот на эту карту
И здесь произошли интересные сдвиги. Так, например, вот здесь вот голубенькие квадратики, это Ногая, получается, Ставрополь, да, они сместились ближе к каракалпакам. А вот если мы посмотрим на эти, здесь научная выборка, вот эти красненькие, это башкиры. Ну, как они их там брали, как бы непонятно. Действительно, вот особенно там в северо-западных районах, да, большой вопрос, кого они называли там башкирами. Но даже здесь мы посмотрим, что очень многие вот эти вот якобы башкирские группы, видите, наложились на татарские группы. И еще интересный момент. Группы сибирских татар, они наложились на башкирских татар. Есть хорошие лекции, это, может быть, в интернете, там попробуйте найти, Гаяза Самигулова, и он рассказывает тоже по документам о том, о том, что рода сибирских татар и отчасти, получается, зауральских башкир когда-то являлись одним этнокультурным таким кругом. Вот. Ну а когда уже образовался Уфимский уезд, получается, всех, кто попал в Уфимский уезд из этих жителей, они стали называться башкирцами, а те остались татарами. Так, ну, наверное, по окончанию времени. Все, спасибо большое, что дослушали, дотерпели.